Встречи с интересными людьми – одна из особенностей работы журналиста. И на сей раз, будучи в Усмайском районе, мы познакомились с одной замечательной семьей. Лариса Аркадьевна и Владимир Ермакович Поповы – известные предприниматели. Они занимаются туристической и другими видами деятельности. Конечно же, вдохновителем всего является Лариса Аркадьевна, которая много лет, проработав на государственной службе, решила открыть свое дело. И нам стало интересно, с чего же все началось. В 2012 году я вышла на пенсию. И до этого было желание заниматься коммерцией. Да. Вначале, естественно, никакого капитала, просто купля-продажа. Купля-продажа, тряпки и все такое. Продвигала сама, это большая ответственность, потому что 100% отвечаешь сама за твой товар. Чтобы он был качественный и чтобы люди желали приходить покупать. Потом я занялась растениями. С ботанического сада возила деревья, цветы, которые именно подходят для посадки в наших условиях. Тем не менее, уже люди стали давать заказы на сирень, на вишню, на яблони и на другие растительности, которые у нас сейчас успешно растут в любой семье уже. Наш сын участвовал, под руководством Зинаиды Яковлевны Пермяковой в научно-практической конференции «Шаг в будущее». И для участия в этой конференции нужно было ездить по реке Майя. Изучать растительность, флору и фауну, о чем они предоставляли доклады, участвовали в Якутске. И поэтому мы помогали Зинаиде Яковлевне Пермяковой в этой деятельности, в организации. Именно мотористами занимался Володя. Я по общим вопросам, по организационным вопросам мы помогали, Зинаиде Яковлевне, вместе ездили. И в течение этих лет уже изучили, посмотрели. Она сама из Аяно-Майского района, Зинаида Яковлевна, прекрасно знает свои места родные. И поэтому затем пришла идея заняться туризмом. Тогда начался туризм и зарегистрировалась я, как туроператор ООО «Усть-Майя Тур». И с тех пор началась наша деятельность в области туризма. До деятельности туризма я говорила, что занималась растениями, а также открыла небольшую закусочную, в которой работают два повара и на раздаче. Готовим любые блюда. Соратником и опорой Ларисы Аркадьевны является ее муж Владимир Ермакович. Я сам из Сунтарского района, село Ильгай, оттуда родом. Мы с Ларисой познакомились в Якутске. В 1981 году в педучилище номер 1 я поступил в физическое воспитание, потом учителем в Усмайской школе работал. Мы поженились в 1982 году. Потом, 1989 года я работал кадровым охотником госпромхоза Усмайский. Вот отсюда, я думаю, началось все, потому что охотник должен знать все реки, речки, горы, подъемы разные. И людьми общаешься очень часто, потому что потом я потихоньку, приезжий человек, он хочет узнавать больше, чем кто живет здесь. Я изучал все реки, побывал везде. И потом, когда сын начинал участвовать в «Шаг в будущее», мы ездили до Охотского моря. Отсюда и пошло наше занятие. В любом деле главное – это начало. Наш район очень интересный, очень богат историей. Все первопроходцы, все первооткрыватели проходили через Усть-Майю к Охотскому морю, чтобы выход был в сторону Китая, на Шантарские острова, дальше в Японию и так далее. Поэтому эта сторона всегда завлекала людей, всегда завлекала других путешественников, открывателей, потому что эти неизведанные места, красота вокруг. Я понимаю, в каждом месте есть красивые места, но там особенно. Есть особые тоже места, и мистические, и места поклонения, и люди там живут прекрасные, общительные, там же проживают эвенки. Поэтому нам с ними очень легко общаться.
очень легко общаться. Может, вы скажете, что вы язык не знаете. Язык я начала изучать из-за этого даже. Мне язык понравился, потому что я должна была знать, но мы и не знали. Действительно, у нас только в селе Жанцы на якутском языке, в Усьмае проживает 27 национальностей, все разговаривают на единственном русском языке. Тут от человека зависит, какой язык он будет учить. Допустим, мне очень интересен китайский язык тоже, но эвенкийский язык мы изучаем, потому что нелькане проживают в эвенкийском языке говорящие. И они подходят и что-нибудь до мне задают вопросы, и я могу отвечать. От этого я рада. Но вы же все-таки сама тоже эвенкийка? Я сама эвенкийка, я из Ижанского села Ижанцы, Усьмайского района. Поэтому моя мама Атласова Варвара Михайловна, это, возможно, потомки Атласова проживали по реке Майя. Майда мы называем, с эвенкийского Майда называется, не река Майя. Вот отец мой Шишигин Аркадий Ефимович, он по национальности якут написано, но его братья написаны эвенком. Вот что интересно. Наш первый маршрут начался, значит, очень интересно. Я подала рекламу по телефону, и как это все продвигается, везде узнавала по интернету. И получилось, что на наш звонок откликнулся бурятский шаман Румканского района и сказала: я вижу эти места, мне там снится белый олень 3 года уже, я хочу поехать к вам. Я там буду 3 дня проводить обряды. И, значит, мы впервые были, мы на все согласились. Мы даже говорю Володе: ой, давай мы его на самолете встретим, будем его на руках таскать. Ладно. Лишь бы приехал. Да, лишь бы первый турист приехал. Второй звонок был от Удаганки, Самгинского района, Людмила Петровна. Я, говорит, я работаю с горами, сейчас я нахожусь в Владивостоке, приеду к вам, и там у ваших местах есть такие красивые горы, с которыми я хочу их открыть для работы. Хорошо, мы тоже согласились. И постепенно начал набираться народ, и этот бурятский шаман у нас из-за, значит, пожаров тогда запретили выезд населению. И Людмила Николаевна это позвонила, а мы уже уезжали, она говорит: мы приедем и еще раз вас повторно увезем, сказали мы. Но по приезду сообщили, она умерла, поэтому не получилось туда увезти ее. Но были другие люди. Путешествие — это очень, вообще маленькая жизнь, такая интересная. Выезжаем. Наш тур удобный тем, что с самого поселка, с берегов Усьмаи, мы выезжаем на реку Майя, напротив поселка Усьмая. Едем, потом остановка, ночевка и дальше едем. И по договоренности с туристами мы обговариваем тур. Будут они рыбачить, будут останавливаться в данных селах для посещения музея, церкви, старинного церкви, или сразу едем на море, на рыбалку. Поэтому, возможно, у нас рыбалка речная и морская. Далее, что у нас еще? И по дороге, естественно, есть очень наскальные рисунки, есть интересные камни, разные истории. Это кажется незнакомым людям, что едешь и ничего, одно и то же. Везде горы, лес. А на самом деле это очень исторические места. Названия все эвенкийские, естественно. За этими названиями стоят история. Люди, которые назвали это, знали характеристику этих мест. Поэтому назвали все эти речки, местности на эвенкийском языке. А вот какие названия вы нам скажите? Там есть, значит, Чабда. Чабда — это едешь по реке, высокое место. Действительно, станция Чабда, метеорологическая станция, стоит на возвышенности месте. 100 километров. Ага. Селинда, железо. Ранее венки тоже добывали железо. Это Селинда, эта местность так и называется. Аим. Аим — это населенный пункт численностью до 250 человек. Они называются Я сытый. Действительно, они до сих пор проживают охотой, рыбалкой. Там магазинов нет. Потом дальше у них, значит, Нелькан. Нелькан, это слияние, а местность, где они собираются, как в виде встречи, место встречи. Джигда, это у них самый поселок, самый молодой, он называется так, как горелое место. Он молодой, на место горелого места обоснован поселок, такой аккуратненький, чистенький поселок. Главы этих поселков у них все женщины. Но у нас начинается подбор хороших мотористов, которые знают от и до вот эти реки, перекаты, подъемы. Вот, и вот такие охотники, в основном охотников берем мы.
И с Усмаи до Нилькана это 600 километров. Останавливаемся вот Чавда, сказала, сотый. Красивая гора, это 143 километр. Потом устье Юдамы, 200 километров. Потом идет Аин, 300 от Усмаи километров. 450 километров это Сыпанда, и потом уже это идет Нилькан. Мы предупреждаем походные условия. Продукты берем и согласовываем заранее, чтобы не было претензий. Что-то первое, второе, третье. Нет. В походных условиях еда, ночевка. Но в основном, если пожилые едут, мы стараемся ночевать в поселках. Оплачиваем. Естественно, мы людей это беспокоим. На море. Самое основное, на море мы нанимаем человека, который знает морскую жизнь. Это не то, что мы на реке, это совсем другое. Там отлив, прилив, там и мидии варить надо, ежика съесть надо. Вот эти все тонкости мы не знаем. И поэтому хорошо, когда человек там есть. Рыбу, икру, все с собой сами они берут, сами добывают и везут с собой домой. Есть местные, которые посолили, пожалуйста, покупайте, берите, любая рыба там. Рыбы много. И получается, мы останавливаемся прямо на море, живем в палатках. И прямо жизнь вот на море. Ездим в Аян, показать как экскурсию. Кому надо, можно в архив. Кому надо, что-то посмотреть. Поселок маленький, жители очень чистенький поселок, жители очень доброжелательные. Надо, главное, не обманывать, разговаривать, что-то обещать там горы не надо. Люди живут далеко, они верят каждому твоему слову. Поэтому мы разговариваем всегда честно. Они знают, что мы вот приехали, музей посетили, церковь, что-то сделали, они четко и ясно знают наши действия. Музей хороший у них. Музей краеведческий очень хороший, богатый. Там видно, что люди работают, добавляют, и материал очень богатый. И сколько лет уже проводится ваш тур? Наверное, 12-го года мы. С 12-го года. 12-го года мы ездим. Сперва детей возили, шаг будущее. А потом уже приловчились, вот, посмотрели, если так, детей мы возим, и туристов можно так возить. Это места очень красивые, притягивающие вот, любого человека, как магнитом тянет вот эта дорога. Вот вы сами-то вот к этому, к своей работе, к своему туру, как относитесь, что вам там самим интересно, вот, как это все вот на вас влияет, на самих? Ну, получается, очень, каждый раз как будто бы одна и та же дорога, но нет, каждый раз по-разному. Впечатления очень такие, что энергетика этих поездок сохраняется на целый год, понимаете, там даже находишь необычные камни, встречаешься с необычными людьми, рыбалка, все это как бы отдельный мир от бытового, в котором мы сейчас работаем. Вот, здесь поселки, это другое, там другое. Совершенно чувствуешь себя как на другой планете. Вот живешь. Есть такой момент, да, который вот, я всегда говорю Ларисе, вот мы ездим и все время снимаем хорошие места, на видео снимаем, фотографируем. И она с нами вместе заживет. Спускаемся, да, фотографируем, поднимаемся, фотографируем. А у нее всегда что-то, в его фотографиях всегда есть какие-то другие, например, между двумя расщелинами гор появился огонь. А у нас нет, а у нее есть. А потом, расскажи-ка вот про этого художника, этот Попов. В 1700 каких-то годах по реке Майя проплывал Иван Попов. Это про него был фильм «Не хороните меня без Ивана». Этот художник нарисовал по реке Майя очень много картин, кстати. И говорят, у него была картина «Гора с огнем». «Гора с огнем». И когда мы ездим, значит, по реке Майя, мы об этом даже не беспокоились, мы просто фотографировали любые места. И, пожалуйста, гора с огнем, огонь попал просто на фотоаппарат, и, получается, это место и оказалось, как будто бы вот оно есть. На самом деле, в 2000-х годах, когда школьники писали ЕГЭ, с университета Якутского приехал преподаватель, ученый, и он сказал Зинаиде Яковлевне: найдите гору с огнем. Это гора с большой энергетикой и исполнением желаний.
Ну, не задаваясь этим вопросом, мы просто ездим и снимаем, и, пожалуйста, гора с огнем, как будто она Ну, дальше. сама появилась, да. Ну, я дальше продолжу, да? Вот этот огонь она нашла, да? Потом в прошлом году она, вот, мы осенью как раз второй раз съездили. Погода такая пасмурная. И она находит эту, как камень, как пирожок, размером теплый камень. Горячий он, вот такой. Горячий. Вот как это можно? Вот на том же месте. С этой же горы спускаемся, мы эту гору как-то не знаем, что с ней. Камни есть камни холодные, а этот Один горячий попал. один горячий. Просто я наклонилась, взяла камень, и он оказался горячий. Я говорю, ой, как пирожок горячий, и дала, чтобы мне поверили, женщина рядом стояла. Я ей дала, она говорит, ой, правда, почему горячий-то? Я дала мне. Я положила и пошла в лодку. Ну, как-то в уме не было взять, куда-то что-то делать. Просто потом спрашивает, это, наверное, надо было на больные места положить, почему не взяла? Сейчас я думаю, хорошо, что не взяла. И последний А вдруг бы шаман, ночью сказали, отдай ей на место. А? Лариса, последний шаман Камалал в 1956 году на этом же месте. Да, Оказывается, Оказывается, это какое-то место, для сбора шаманов. видимо. Самое хорошее место или высокое, или святое место. И оно действительно какое-то Преклонялись. удобное для чем другие горы. Горы есть разные, там скалистые, землистые, там лесные горы. А это место, где появился огонь, действительно какое-то вот мистическое. И не зря туда хотели попасть вот люди, которые видят. У Поповых, кроме туризма, есть еще одно занятие. С этой стороны. Значит, в 2012 году, тогда у меня уже был магазинчик, «Нужные вещи» назывался. И действительно, все, что увидишь нужного, я тащила в магазин из Якутска. Обыкновенно, на свои деньги просто, где-то кредит, где-то займ. И получается, у меня работала продавщицей курс Ольга Ивановна. Она технолог с 40-летним стажем. Это такой человек, который вот любую продукцию, любое все она знала. И все время говорит, давай откроем столовую. В Усмае действительно столовых совсем... В советское время только была столовая. И она даже писала меню, что я бы сегодня сготовила. Представляете, какой она фанат своей работы. У нее даже свои патентованные были салаты, продукция, которая уже запатентована ею там где-то в комиссиях. Потом мы купили этот, значит, в ипотеку взяли в 2016 году этот дом, при котором оказалось 2 домика, как раз подходящих для кормления людей. И я сказала, Ольга Ивановна, давай обустроим так, чтобы была маленькая закусочная. Тогда к нам стали заезжать золотари, которые едут на работу в наши старательские артели. И держимся до сих пор. Проблемы есть, конечно, у нас. Продукты закупаем тут же на месте, потому что нет возможности ехать в Якутск. Заказывать продукты то же самое становится ценой, как в этом магазине. Поэтому мы работаем, работа сама кипит. У вас много видов деятельности. Что вам больше всего по душе, как самой? Чем вы любите больше всего заниматься? Ну, сейчас вот, в деятельности закусочной тоже, вот не сейчас, а вот уже вот Володя уже подключился, потому что он готовит уже блюда плов, рыбное, мясное. Мы помогаем повару. Повар, естественно, один человек не справляется, не то, что справляется, но не успевает. Чтобы она все успела, мы всем домом помогаем. Кто картошку чистит, там печку топим, дрова. И приготовление блюд уже он нашел свое, что плов это его, рыбное там мое, мясное его, типа вот так вот. Все уже молча берем, все это делаем. Каждый свое. Да, мы, видимо, люди советские, поэтому любую работу вот не нравится, не могу сказать. Хотя это не моя работа, не об этом я мечтала. Но получается, раз надо, работаешь. Вот это мы раньше, бывшие же комсомольцы, активисты, мы хорошо учились в училище, когда раньше были активные, активисты. Поэтому как-то вот это по жизни, это, видимо, остается, что активность, за что взялся, доведи до конца. И сделай как надо. Сделай как надо, да. Есть такое маленькое например, был бы другой район, да, например, начинали мы, да, например, какая-нибудь поддержка была бы. Ну, обычно так делают. Кто начинает работать, да, мы вдвоем сами работаем, никого не просили, ничего. Вот таких, наоборот, людей надо поддерживать.
Вот в этом районе, например, в Майском, такого нет. Вот, Владимир Ермакович, вы как мужчина говорите, что мясные блюда, Лариса Аркадьевна говорит, что он рыбный. Где вы все это берете? Рыбу, мясо, вот то, что основное, на чем держится кухня? Ну, сейчас цены, например, вот, например, вся продукция, вот все продукты магазинные, вот, тут очень много магазинов. Они напрямую из Благовещенска возят. И вот эти продукты дешевле, чем без техи бывает. А я думала, вы сами скажете, кое-что добываем, кое-что это делаем. Ну, рыбу, да. Нет, такое мы не хотим. Тут, если начнешь там мясо Сахатова, да, это неправильно. Вопрос экологии начинается. Откуда, чье? Например, рыба, например, да? Где там лицензию будут требовать, кто продал, это тоже. Ну, мы у местных берем карасей, щуки, вот эти рыбы, осетра, мы все покупаем у местных. Так что, а то, что поймаем на реке, это свое домой принесли покушать, типа такое. Мясо по первости, когда открыли закусочную, именно у нас все было Сахатина. Люди шли на наши котлеты. Сахатины и котлеты у нас были. А потом уже в связи законы с тем, что изменились. да, маленько, и вот получается мы особо не закупаем. Готовый фарш, хорошо. Испорченных продуктов у нас нет, чисто покупаешь и делаешь все. День в день. Готовим день в день. Картошка своя. Именно выручает, что бабушкина картошка и наша, все идет людям. Никаких порошковых нету. Ну и свекла, морковка, лук и вот эта зелень, все тоже местные нам несут, которые вот весной уже все меняют холодильники, нам несут свое это. И мы все это пережариваем, перерабатываем. И все пускаете в ход. Все это пускается в ход, продукты. Да. Вот что бы вы могли посоветовать вот молодым начинающим предпринимателям? Даже не знаю. У них есть своя цель, свои задачи какие-то они хотят добыть. Сейчас молодые очень быстро хотят обогатиться. На самом деле общепит это и есть, но это адская работа. С 5 утра утром, зимой вставать, печку топить не каждый пойдет. Поэтому к нам особо молодые-то не идут с дипломом даже. Нет, я имею в виду вообще тем, кто только-только начинает свое дело или терпение. Что-то такое. Надо терпение и работать, несмотря там на большую выгоду, а просто каждый день работать. Тогда что-то может получиться, может. А так мы каждый день работаем до пота, но еще особо у нас сын учится, студент. Из-за этого мы работаем, как говорится, на пенсии. Ну и в то же время как бы от души же? От души. Эта деятельность без дела не сидели бы, наверное. Так что работаем. И люди приходят, некоторым нравится, заказы дают, заказывают на праздники, на поминки. И вот это мы выполняем. А вы не жалеете, что ушли предпринимательской деятельностью? Нет, я не жалею, потому что это реализация себя. И что хочешь, вот я именно занимаюсь цветами, пожалуйста, вот разные виды цветов, растения. Еда, пожалуйста, вот оно. А туризм это как маленький отдых для нас, но надо всю зиму продумать все, от точки до точки продумать, что и как, договориться заранее про тур. Про тур заранее договориться, даже там, где мы будем останавливаться, о стоимости, какие люди соберутся. Сейчас, например, собирается немец сюда приехать. Если немец, то, пожалуйста, надо повара. Это просто в походных условиях он согласен на все, лишь бы приехать на рыбалку. Вот теперь думаем, с ним ведем переговоры. Как и что китайцы тоже желали, но китайцы более такие, не особо рыба их завлекает, просто путешествие. Как интересно, все-таки узнали о вас везде, и это налагается, конечно, ответственность. Занимаясь предпринимательской деятельностью, мы узнали очень много интересного, реализовываешь себя. Я и детям говорю, надо заниматься, работать на себя и для людей. Лариса Аркадьевна и Владимир Ермакович – люди оптимистичные, целеустремленные. И мы думаем, что их дело и впредь будет развиваться и приносить людям только пользу.